Стрытбол параўнальна малады від спорту. З гэтага году ён уключаны ў алімпійскую праграму. На наступных алімпійскіх гульнях, якія пройдуць у Токіо, будзе прадстаўлена нацыянальная каманда па стрытболе. Гульня падобна на баскетбол, але розніца ёсць. У кожнай камандзе па 3 ігракі. Гуляюць на одно кольцо. Здесь более динамичная игра. Быстрее нужно принимать решения от защиты к атаке. И поэтому Международная федерация баскетбола решила выделить это в отдельную структуру баскетбол 3×3. Популярный вид спорта среди подростков, он уличный, им много занимается людей, проводятся соревнования. Сначала это были местечковые все, а сейчас это уже организовано в городе Минске. Кіткі, прабежкі, атакі. 3 дні 7 команд дзяўчат і 7 команд юнакоў з усіх абласцей города Минска спаборнічалі за право быть лепшими. Дети занимаются стритболом, те, которые сейчас не занимаются как основным видом баскетболом. Они занимаются у нас по месту жительства. То есть они тренируются 2-3 раза в неделю, кто как успевает. Но они очень любят баскетбол. Как баскетбол они в основные команды не попадают, поэтому им очень актуально вот такие соревнования и участие в этих соревнованиях по баскетболу на уровне республики. Они играют в стритбол 3×3. Им очень нравится. Для хлопцаў і дзяўчат стрытбол стаў неад'емнай часткай іх жыцця. Вучоба, тренировки, спаборніцтвы з размеркаваннем свайго часу справляюцца по-рознаму. Иногда даже не прихожу на учебу, получается так, что больше хочется на тренировку прийти, там поиграть. Я учусь на первой смене, получается, после школы сразу же иду на тренировки, тренируюсь и домой иду потом уроки делать, как все. Абсолютным пераможцам стала Гродзенская область. Секрет выніковай гульні даволі просты. Быть командой, играть не одиночиться, а быть совместно, вместе, рядом, поддерживать друг друга. Юнакі Мінскай вобласці і горада Мінска ўзялі 2 і 3 месцы, а 2 і 3 месцы ў камандах дзяўчат з Магілёўскай і Мінскай абласцей. Діяна Мішчук, Александр Воронін, телерадиокомпанія «Брест».